Привет, девчонки! Это программа «Зеркальце». Меня зовут Альфия, а вместе со мной сегодня источник оригинальных идей Адель. Привет! Мы не побоимся перешить или перекроить любую старую вещь и сделать из нее новую. Дерзайте и вы! Мы уже разделались со старыми сапогами. Когда-то они были моей любимой обувью. Теперь из них можно сделать кожаный браслет. Пару браслетов точно получится. Итак, нам потребуется кусочки кожи и замши, Клей, нитки, кнопки. украшения. Можно использовать все, что угодно. Как видите, вариантов множество. Выбор их зависит от вашего вкуса и наличия материалов. Для основы нашего браслета вырежем две полоски шириной 4-5 сантиметров. Держи замшу. Кожа. Пожалуй, самое традиционное и распространенное сейчас украшение из кожи – это браслет. От элементарных фенечек до высокохудожественных изделий. Браслеты можно разделить как на ручные и ножные, так на жесткие и мягкие. Сперва появились мягкие браслеты, сплетенные из кожи животных. Жесткие же браслеты появились позже, когда люди научились обрабатывать твердые металлы. Берем ножницы и вырезаем. И вот что у нас получилось. Не забудьте отметить длину браслета и прибавить 2 сантиметра для крепления. В Египте однажды уже переборщили с длиной браслета, правда, специально. Лет 10 тому назад для фестиваля торговли сделали самый длинный в мире браслет длиной 4,5 километра. Когда-то золотые браслеты в Египте могли носить только фараоны и знатные люди. Возьмем наши сокровища и начнем украшать. Оригинальность вашего браслета зависит только от вашей фантазии. Наверное, вы замечали, что многие девичьи штучки пришли именно из мужского гардероба. Болеро, сюртуки, да и в конце концов брюки. Так вот, серьги и браслеты изначально тоже были атрибутами воинов. И именно кожаные браслеты носили не столько для красоты, сколько для защиты от ударов, но и украшать их не забывали. С того все и началось. А потом от кожаных браслетов пошла мода на наручные часы. Кстати, если у вас от часов потрепался ремешок, его можно легко заменить. Пришьем кнопки.
Сегодня очень популярны гибкие ножные браслеты под названием шарме, представляющие собой крупную цепочку с кулончиками, каждый из которых символизирует какое-либо событие жизни. Например, кулон в виде пустышки является символом рождения ребенка, а ключик – покупки машины или квартиры. Итак, завершающий этап. Для того, чтобы швы не были заметны, берем вторую полоску кожи, склеиваем с изнаночной стороны, совместив края. Клей наносим тонким слоем. Пока он сохнет, давайте посмотрим, как сделали красивую прическу. От виска берем пряди и заплетаем вовнутрь. Затем слегка вытягиваем пряди. Косу закрепим резиночкой. Перед тем, как приступить к укладке волос с электрическими щипцами, волосы следует вымыть и полностью высушить. Но нельзя при этом применять мусс, так как он прилипает к металлическим стержням щипцов и портит волосы. Нижнюю часть волос с помощью щипцов накручиваем локоны. Применять металлические стержни, нагретые на огне, начали еще в Древнем Египте. В Древнем Риме их снабдили ручками из слоновой кости и часто украшали драгоценными камнями. Древнеримские щипцы назывались каламию, а мастеров завивки звали каламистрами. А позже, в XIX веке, во Франции появились щипцы Марсель, названные по имени сделавшего их парикмахера. Два металлических стержня с ручками и закрепленные посередине. Поправляем локоны и фиксируем лаком. Заворачиваем верхние пряди в виде завитушек, делаем свободный узел и приколем шпильками. И сделаем таких пару штук. Вуаля! Готово! Браслет готов. Такие изделия вы сможете с удовольствием носить сами и сможете всегда порадовать подругу оригинальной вещью. В любой вещице можно увидеть что-то новое. Приглядывайся ко всему и не забывай смотреть в зеркальце. До свидания, девчонки. До новых встреч!